Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня с вами заместитель прокурора Янтикского района Чувашской Республики Афанасьев Андрей Владимирович. Сегодня хотел бы я осветить определенные изменения федерального законодательства, которые произошли в настоящее время, в последнее время, и которые будут для вас интересны, а также поделиться с новостями о рассмотренных уголовных делах и наиболее резонансных судами Янтикского района. Итак, Урмарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого неоднократно за совершение тяжких преступлений против собственности 29-летнего жителя Янтикского района Ивана Яковлева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийство. Установлено, что ранее судимый Иван Яковлев 29 декабря 2016 года после совместного распития спиртных напитков устроил ссору со своим односельчанином, нанеся ему не менее 41 удара ногами и руками по различным частям тела. После этого он схватил нож и трижды ударил его по шее и иные органы в области шеи. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени. Труп мужчины был обнаружен практически сразу же его родственниками. Эти же родственники видели проходящего возле дома и в доме постороннего лица, на которого упало подозрение. Таким образом, преступник был задержан по горячим следам. В ходе следствия подсудимый выдвинул версию о том, что убийство он совершил в состоянии аффекта, высказывая версию, что якобы потерпевший, скончавшийся, его оскорблял за то и называл его нелицеприятными словами за его поведение в местах лишения свободы, на что он сильно обиделся и после этого начал его избивать. Однако эта версия опровергнута следствием и государственным обвинением. Так была назначена соответствующая судебная экспертиза, которая показала, что Иван Яковлев в состоянии аффекта не находился. Он мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Тем самым он был признан полностью вменяемым и предстал перед судом. С учетом позиции государственного обвинения, следует доказательств, обстоятельств смягчающих и отягчающих наказаний, судом назначенное Яковлево наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием его в колонии особого режима. Надзор за исполнением законодательства о защите прав несовершеннолетних лиц, в том числе и жилищного законодательства в отношении данной категории граждан, является одним из приоритетных в направлении деятельности прокуратуры района. Так, нами недавно предъявлено исковое заявление в Урмарский районный суд об обязании администрации Янтикского района предоставить сироте, то есть лицу, который не имеет ни матери, ни отца, благоустроенное жилое помещение. В ходе проведенной прокурорской проверки было установлено, что сирота проживала со своим малолетним ребенком в неблагоустроенном помещении, жилом помещении, фактически непригодном для проживания, и имела соответствующее заключение межведомственной комиссии о том, что ее дом не пригоден для таких целей. А также было установлено, что фактически с декабря 2012 года сирота имела право на получение жилья за счет государства. У нее такие основания возникли. Однако длительное время ей жилое помещение не предоставлялось. По результатам рассмотрения соответствующего искового заявления прокурора района Урмарским районным судом вынесено решение об обязании администрации Янтикского района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение. Исполнение данного решения суда находится у прокуратуры района на контроле, и в последующем будет проведена контрольная проверка на предмет реального устранения допущенных нарушений.